Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске о быте в якутском селе, атмосферный рецепт из карася, еще один морж поразил пользователей социальных сетей, будет опрос горожан и новости из мира якутского кино. В соцсетях Якутии набрал популярность видеоролик, где мужчина моется на улице в минус 56 градусов. Якутский морж оказался главой Балаганахского наслега Верхневилюйского улуса Степаном Дмитриевым. Он ежедневно моется на улице в любую погоду на протяжении 20 лет. Когда выливаешь на себя ведро, холода не чувствуешь, поэтому я обливаюсь кружкой. Так уже чувствуешь холод и становится приятно. Утром обязательно, вечером как получится. Просыпаясь в 6 часов утра. Степан Дмитриев рассказал, что никогда не использует теплую воду. Не нравится. Мужчине 65 лет, он здоровый и бодрый, до сих пор нет седины. Думаю, отчасти это заслуга закаливания. На улице ниже 50 градусов, а скотоводческий быт якутов продолжается и не останавливается. Жизнь в деревне кипит, все ежедневные дела проделываются без изменений. На видео фотограф Нина Слепцова запечатлела коневода и наших якутских лошадей. Якутская порода лошадей была выведена под сильным влиянием естественного отбора. И в минус 60 они себя чувствуют комфортно, из-под толстого снега сами себе добывают корм. Быт в деревне – это ежедневная колка дров, ведь в такой мороз печь приходится топить чаще. Заготовка льда, чистка снега, а если есть хозяйство, то это выгон скота на водопой, кормление и чистка хатона. Но есть и прекрасная сторона такой нелегкой жизни в селах. Это природа и деликатесы в виде рыбы, конины, печени и многих свежезамороженных натуральных блюд. Ловите питательный и полезный рыбный чай от Панды Саха, приготовленный в минус 60 градусов. Фильм якутян Максима и Евгения Арбугаевых «Выход» может побороться за «Оскар». Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист картины, из которых будут выбраны главные номинанты. Наши земляки со своим проектом попали в категорию «Лучший короткометражный документальный фильм». Фильм рассказывает о биологе, который каждый год приезжает на Чукотку, чтобы наблюдать за массовой миграцией моржей. С режиссером пообщался Максим Кардозо. 43-й день наблюдений. Моржи пришли ослабленные и уставшие. Главный герой фильма «Выход» – это ученый Максим Чакелев, который по несколько месяцев в году живет на берегу Чукотского моря, изучает моржей и следит, как меняется экологическая ситуация в Арктике. Режиссеры картины брат и сестра Евгения и Максим Арбугаевы познакомились с героем по счастливой случайности и в итоге 3 месяца провели с ним в экспедиции. Есть такая тема, когда не ты находишь идею фильма или проекта, или героя, а герой сам тебя находит, или там идея тебя сама находит. И тут, наверное, произошла вот эта магия того, что все соединилось, все встретились, да, вот на Чукотском, на побережье Чукотского моря. Герой видел фильм, ему очень фильм понравился, и для нас это очень приятно. И весь мир сейчас познакомился с ним, с его работой. И у него очень важная работа, которая дает понимание касаемо климата, касаемо животных.
Фильм уже выиграл несколько престижных наград на международных и российских фестивалях. Именно поэтому из 98 лучших док-проектов в мире он попал в список из 15 картин, которые выбрало жюри «Оскара». 24 января этот топ сократится еще до 5 лент, которые и попадут в основную номинацию – лучший короткометражный документальный фильм. Но оказаться даже в шорт-листе «Оскара» – это уже большое достижение. Когда я еще учился в ВГИКе, когда был студентом, для меня это была мечта. Да, это как для, не знаю, маленького спортсмена попасть на Олимпийские игры. И вот когда это все произошло, для меня это было такое... Я вспомнил все свои вот эти мечты, и долгое время я не понимал, что это реальность. Картина идет 25 минут, ее уже можно посмотреть бесплатно в интернете. Но автор надеется, что скоро самостоятельно презентует ее в кинотеатре в Якутске с обязательным обсуждением после просмотра. Максим Кардозу, Андрей Черкашин, Москва. Более 1,5 миллиона просмотров набрали мультфильмы на якутском языке. Производство анимационных картин будет продолжено. В год столетия Якутской АССР телеканал НВК «Саха» при поддержке Мининновации региона запустил производство детских мультфильмов и дубляж известных российских анимационных картин на якутском языке. Мультики набрали уже более 1,5 миллиона просмотров на онлайн-платформах и телевидении. С марта по декабрь для производства детского контента на базе НВК «Саха» было привлечено более 100 человек. Это редакторы, переводчики, звукорежиссеры, композиторы, художники, аниматоры, режиссеры, артисты на озвучку персонажей. Началось самое таинственное и загадочное время года – это время гаданий и соблюдения народных традиций. В этот период есть возможность заглянуть в будущее. В святочные дни существует поверье о том, что можно и нужно делать категорически не рекомендуется. Жители столицы поделились мнениями, верят ли они в гадания, народные традиции или обычаи. В гадания верите? Нет. Нет? Может, какие-нибудь приметы знаете? Ну, приметы, может быть, какие-то, но я сейчас сходу не скажу. В святочные дни верите? Нет. А может, какие-нибудь приметы знаете, в какой период гадают? Ну, как гадают, как раз рождественские праздники по-моему, крещение, по 19 января. В эти дни нельзя одежду мыть. Еще говорят, что вода из реки святая бывает. Некоторые сбылось. Какие приметы гадания знаете? Нет. Может, какие-нибудь приметы знаете? Нет. Конечно, верю. Верите ли вы в гадания? У нас начались святочные дни. Нет, не верю. Я верю в Иисуса Христа. Может, какие-нибудь приметы знаете? Возможно. Может, какие-нибудь приметы знаете? Приметы? Ну, честно, не припомню. Из гаданий, да, что знаю, там, это, который вот в детстве там рисовали на листочке маленьком там из тетрадки круг, по-моему, точку, туда нагревали иголку, которая привязывалась к ниточке, ставили, ну и гадали там, по-моему, да, нет там, или, ну, вопросы задавали и соответствующие ответы получали. Ну, все, что знаю, вот. Вообще-то верю. Нет, моя жена верит. В Ваймяконе состоится экстремальный марафон «Полюс холода». О своем участии заявили более 100 спортсменов. Экстремальный забег на полюсе холода устроят 11 февраля. На старт выйдут одни из титулованных и подготовленных легкоатлетов Якутии. Старт экстремальному марафону будет дан в Ваймяконе. Финишируют участники у села Тамтор 2-го Барагонского наслега. Регистрацию прошли 106 спортсменов, среди которых немало титулованных. Возрастные группы разделены на 5 категорий. Участники соревнуются в 4 дистанциях на 5, 10, 21 и 42 километра. Скалолазание – хорошая тренировка одновременно для всех мышц тела, включая глубокие, которые сложно задействовать при обычных упражнениях в спортзале, а также сердечно-сосудистой системы. Занятия им становятся отличной кардиотренировкой, даже помогают избавиться от многих психологических зажимов и страхов. Скалолазание – это занятие, которое объединяет многих людей.
Неприступные с первого взгляда скалы дарят незабываемые эмоции, преодоление своих страхов и несут в себе небывалый заряд мотивации. В Якутске функционирует несколько скалодромов. На одном из таких, который располагается в средней общеобразовательной школе номер 2, мне довелось побывать. Скалодром — это искусственная часть рельефов, которая предназначена для занятия по скалолазанию. Скалолазание вообще зарождалось на скалах, и, соответственно, когда люди больше нужно тренироваться всегда, перешли в залы, где независимо от времени года могут заниматься. Скалолазание представляет не 3 дисциплины основных. Первая дисциплина — это где есть веревки, она высокая. У нас высота маленькая, вообще до 17-19 метров. Лазание с веревками наверх. Задача — долезть как можно выше по определенной трассе по зацепкам. Вторая зона — это вот зона, где у нас арка есть, зона боулдера, лазание без страховки, стелятся маты. Это серия коротких трасс проблем, которые нужно проходить. При падении товарищ срывается на маты. Высота максимальная боулдинга может достигать только 4,5 метров. И третья дисциплина — скорость. Это лазание наверх максимально быстро по зацепкам. Есть эталонная скорость, есть классическая эталонная скорость, она едина во всем мире, состоит из 15 метров высоты, идентичные зацепки висят везде одинаково, на которой проводятся все мировые соревнования, ставятся рекорды. На данный момент рекорд 5,18 на 15 метров у мужчин. Ага. То есть можно сказать, что скалодром, который находится вот здесь в средней школе номер 2, он в целом позволяет развить все навыки по скалолазанию? В целом, да, то есть научиться лазать, приучиться к чему-то, то есть техническим элементам, все это можно делать, то есть независимо от того, где он находится и что он. Плюс скалодрома в том, что здесь очень много зацепок, много отверстий, и все, что нужно, всю трудность мы можем создавать с помощью перемещения зацепок, чего нельзя сделать на скалах, на рельефе. После 20-минутной разминки можно приступить к занятиям на скалодроме. Несомненным плюсом скалодрома является то, что вы сами определяете сложность трассы. Регулировать сложность можно как с помощью зацепов определенного цвета, так и наклоном самого подъема. На зеленый? Да. А какой самый такой, как сказать, взрослый участник у вас был? Ну, у нас были прям бабушки в возрасте, наверное, там 50 с лишним лет, приходили, лазали, пробовали. То есть, как бы, многим даже нравилось. У нас, когда мы проводим курсы альпинизма, у нас приходят наши туристки, которые у нас любят ходить, пешеходники, и лазают тоже, им тоже нравится. То есть ограничения по возрасту для скалодрома нету? Нет, скалодром на начальном этапе, он имеет даже не физические ограничения, никаких там, то есть человек любой, у которого есть желание, может пойти и попробовать. Это в спорте, когда мы переходим в более сложные какие-то, там, да, там надо смотреть, а на начальном этапе нет. Плюс скалолазание, наверное, в том, что сложно на первых занятиях травмироваться, потому что вы приходите, наши пальцы, не привыкшие ничего держать, они отключаются первыми. То есть просто пальцы начинают разжиматься, и все. То есть, соответственно, не нужно просто переусердствовать. А с моментом, когда много лазать начинаете, пальцы крепнут, то есть включаются другие мышцы, и вы чувствуете в других. То есть сейчас это постепенное развитие не дает вам резкого какого-то травматизма и так далее. На сегодня я с вами прощаюсь. Смотрите News on Air по будням в 17 часов. До новых встреч в эфире.